Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Молниеносная смена событий, что очень резко поменяется в ближайшие дни. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, на молниеносную смену событий, и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что ж, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, ну смотрите, вот в левой стороне мужчина женщину за руки хватает. Вот чего-то он от нее хочет. Причем это произойдет, опять же, очень-очень неожиданно. Мужчина, который был обижен на вас, вел себя абсолютно, знаете, как будто бы его нет, да, равнодушным был, может быть, отворачивался, делал вид, что вас не замечает, может быть, никогда не был замечен в каком-то интересе к вам. И тут он хватает вас за руки, и что-то ему от вас надо, что-то он просит, что-то он хочет от вас. Опять же, вы все разные. Просьбы тоже будут разные, и желания тоже будут разные. У кого-то мужчина будет просить вашей любви и взаимности. У кого-то мужчина будет просить, чтобы вы помогли с чем-то, в чем-то. У кого-то мужчина, может быть, за какой-то услугой к вам обратиться. Но вас это настолько шокирует, и вы такая: ничего себе, да? Что вы себе позволяете, мужчина? Если про любовь просят, про любовь, все-таки будет приятно. А вот если помогать, то, скорее всего, как оскомина пойдет. Скажете: надо же, взрослый мужик, и меня, хрупкую маленькую женщину, просит, чтобы я ему что-то там помогала. Но, тем не менее, что есть, то есть. Вот прям в один момент, и он такой прям на вас кидается, и все, да, люблю, не могу. Либо выручи, помоги, спаси. Удивит. Удивит так удивит. Даже нет, не удивит, шокирует. Больше подходит к данной ситуации. Так, еще маятник начнет раскачиваться. Причем в каком-то глухом, болотистом и гиблом деле. То, что кажется невозможным, то, что кажется невероятным, либо крайне маловероятным. То, что вы куда-то отодвинули, о чем-то пытаетесь забыть, да, как о неосуществимом, да, вы думаете. И там, смотрите, маятник начнет отсчитывать хронометраж, да, отсчет пойдет. Вы знаете, что-то запустится, что-то начнет происходить. То, что вы считали невероятным, невозможным, либо не сейчас, да. Вы знаете, вас это порадует. Вас это порадует. И для вас это, кстати, знаковое событие. Знаковое. Ведь именно в этой ситуации, либо именно в этом деле вас ждет очень громкий успех. Пусть не сразу, пусть не одним днем. Может быть, на это уйдут несколько недель, либо даже месяц. Но здесь прям перспектива, тут как клондайк какой-то, да, что это хорошее будет. Главное, что это начнется. Вот. А дальше вы уже сами поймете, что делать, как вам там среагировать. Момент начала идет. Именно запуск, отсчет времени, да, вот есть начало, есть конец. Вот у вас время начало отсчитываться до завершения. Так, в лодке. Вы в лодке через горы Косогоры, 2 горы. Скорее всего, придется в срочном порядке решать 2 каких-то очень острых проблемы.
Одна прям как подводная гора, другая надводная гора. Но и та очень крутые и с острыми пиками. На одну вы точно денег должны будете дать, отчитать, заплатить за что-то. А вот вторая, здесь сила убеждения. Вот ваш талант общаться с людьми, уметь найти подход, уметь отстоять свое мнение, уметь убедить, да, убедить человека. Видите, в одном случае вы платите, а во втором случае придется общаться, и общаться много. И все это в каком-то авральном режиме. Но есть и плюс с правой стороны. То есть это важно. Это важно прежде всего для вас. И здесь все решится именно так, как нужно вам. Вот, замечательно. Но придется, конечно, посуетиться и побегать. Ну что идет, то идет. Да? Главное, что решится. Ну и цена, в принципе, здесь не такая уж высокая. Да? Посильная. Может быть, даже попозже вы так посидите, подумаете, с кем-то пообщаетесь и придете к такому выводу, что я еще там легко отделалась, да, либо быстро проскочила. Так, на работе. На работе трясете вы дерево, а на дереве-то нету яблочек, да, ни яблочек, ни грушек, ничего, пустое дерево, а вы его трясете. Я так понимаю, что будет разговор с начальством, с руководством по поводу зарплаты, по поводу оплаты вашего труда. Может быть, как частный бизнес, вы как предприниматель, может быть, какой-то клиент дал заказ, либо как желает что-то от вас получить, а денег-то нет, не платит. Придется трясти это дерево. Будете прям так мощно трясти, вытряхивать из карманчиков ваших руководителей либо клиентов. Не, ну а как по-другому? Как по-другому? Бесплатно, что ли? Да, смотрите. Настроение, конечно, у вас боевое. И вы такая, ох, молния из глаз. Вы знаете, потрясете и таки натрясете. Вот, чтобы вы не переживали, что это все пусто. Может быть, не в тот же день, может быть, чуть позже. Может быть, там, через пару дней. Но вы свое получите, вы свое стрясете. Ну да, а зачем? Зачем тогда вам работать, если безоплатно? Что это? Благотворительность, что ли? А жить вам за что? Не-не-не, так не пойдет. Чуть выше длинный язык. Длинный язык. Кто-то будет вас уговаривать, либо вы кого-то будете уговаривать. Здесь и так можно прочитать. Если вас, то уговорят. Если вы, то уговорите. Здесь равных не будет вам, либо тому, кто вас уговаривает. Ну, на хорошее уговаривают, либо вы кого-то на хорошее уговорите. Время, конечно, на это потратите, но с толком потратите это время. Так, еще вижу, что между мужчиной и женщиной какая-то договоренность, либо как мир, да, примирение. И так может отыграться. Причем здесь и женщина пойдет на уступки, и мужчина пойдет на уступки. Знаете, вот эта ситуация, что ни вашим, ни нашим, где-то посерединке. Хотя вы сейчас очень категорично настроены и думаете, что нет, ничем не поступлюсь. Вот либо по-моему, либо никак. Но в процессе разговора все-таки договоритесь. Какая-то уступочка с вашей стороны точно будет. И со стороны мужчины 100% будет. Но вы о чем-то совместном договариваетесь, что важно и для вас, и для него. Так, смотрите, какой здесь бык вышел. Ну, вы видели такое? И прям такой, смотрите, как готов напасть этот бык. А вы как укращаете этого быка. Ой, с кем-то вы столкнетесь. Упрямым. Смотрите, человек очень упрямый и очень плохо воспитанный. Вы с таким человеком столкнетесь. Ну что, придется укращать. А что делать? Что делать? Бык-то небольшой на самом деле, да, просто неожиданно это произойдет, да, либо неожиданно человек так себя поведет. Ну ничего, он сам нарвется, либо сама нарвется. За вас я абсолютно спокойна, вижу, что над вами подкова, да и руки у вас сильные. То есть быстренько рога скрутите этому быку, чтобы не быковал, да.
Так, цветок. Цветы, цветут цветы. Но это неожиданная радость. Чему-то вы неожиданно обрадуетесь. Да так сильно у вас прям на несколько дней настроение такое, знаете, эйфории. Чему-то либо кому-то обрадуетесь. Вот здесь четко не показали, поэтому говорю, как вижу. Еще показывают ногу, именно ступню. Пальчики, скорее всего, пальчики. Что это с вашими пальчиками? Либо что-то на пальчиках обнаружите. Может быть, маникюрчик, да, у вас не очень давно не делали, что его нету. Обнаружите, что на пальцах нет маникюра. Ой, вернее, этого педикюра. Кто-то обнаружит, может быть, там ноготь сломался, либо врос. Это неприятно, конечно, но вы это увидите и скажете: о боже, что же делать? Надо что-то с этим решать. Да, вот видите, будете заниматься своими ступнями. Может быть, натоптыши, может быть, шпоры, мозоль может быть. Ну, это неожиданно. Это неожиданно, и это напрягает, если честно. Но это не критично, совсем можно справиться. Просто нужно будет уделить внимание своим ногам и стопам. Ну, в частности, стопам. Так, чуть выше. Какие-то неожиданные покупки, которые вы не планируете. Скорее всего, спонтанные эмоциональные покупки. Знаете, так бывает, идешь мимо витрины, увидел какую-то красивую вещицу и просто вот влюбился в эту вещь. И понимаешь, что не можешь дальше без этой вещи существовать. Да, жизнь вообще потеряла все краски. И вот идешь и покупаешь, может быть, эта вещь и не нужна, но тебе так хорошо, тебе так приятно становится. Да, прижимаешь эту вещь к себе, и вот прям блаженство. Вот и у вас такая покупка идет. Покупка, за которую вы себя потом будете вычитывать, ругать. И говорить: ну вот зачем? Зачем мне, там, не знаю, 101-е платье, либо там 56-я пара обуви. Что-то в таком ключе идет. Но я вам так скажу. Ваша покупка, она хорошая. Хоть и спонтанная, хоть и вам она может быть... Сначала понравится, потом разонравится, но она хорошая. Она хорошая. Эта вещь вам нужна. И, кстати, эта вещь вам может принести удачу. Даже если это пара носков, хотя я не вижу, что это носки, это так, к примеру сказала. Даже если там шарфик, какой-то аксессуар, это может принести вам удачу. Главное, себя не ругать за то, что купили эту вещь, да, сделали эту покупку. Так, еще какая-то женщина с очень интересным разговором. Ой, тут женщина просто как энциклопедия, наверное. Либо это программа новостей, да, все про всех знает. Вы с этой женщиной, вы с ней встречаетесь, вы так долго с ней будете говорить, вы от нее отойдете, просто вот переполненная информация. Обо всех узнаете, обо всем узнаете. Даже немножко, знаете, как в голове гудеть начнет. Ну, прям все вам расскажет. Так, и смотрите, ею будет сказана какая-то ключевая фраза. Либо, может быть, вы о чем-то думали, вам, ну, вот как, знаете, дилемма какая-то была. А эта женщина вам как подсказку даст. Вот. Так что слушайте ее повнимательнее, что-то полезное в ее словах, в речах точно будет. Так, барашка. Маленькая барашка. Барашка, которая прибьется к вам. Знаете, вот как случайно, да, к вам придет барашка. Крошечка, это как ягненочек еще, да, маленькая. Но вы знаете, очень ценная на самом деле. Вы ценность этой барашки не сразу поймете. Скорее, как заинтересуетесь. Сначала просто интерес, а потом, когда узнаете, насколько она ценная, вот это эффект, как пышка-бомба, петарда. Ну, барашка, что это может быть? Что-то, на чем можно заработать. Причем заработать хорошие деньги. Подстричь барашку. Да, с левой стороны идет. С левой стороны. И еще у кого-то отыграется, что какая-то другая женщина, ну, другой человек, да, эту барашку потерял. От другого человека барашка ушла, к вам пришла. Может быть, что-то связано даже с делами, с бизнесом, либо с тем, что вы умеете делать. Ну, допустим, вы делаете, пример, да, самый простой пример. Вы делаете ногти.
и делаете их очень хорошо. К вам приходит новая клиенточка. Причем клиенточка там с каким-то дорогим маникюром, там наращивание, укрепление, там, не знаю, там, супер дизайн, щедрая клиенточка, денежная клиенточка. И вот она вам рассказывает, что я ходила к другой женщине, там, платила ей мега суммы за маникюр, и все мне не нравилось. Там, у меня все там отламывалось, отходило, скалывалось. И вот она будет просто в восторге, прям пищать будет от восторга от вашей работы, от вашего маникюра. И эта клиенточка начнет к вам вот прям приходить и очень конкретно пользоваться вашими услугами, при этом оставляя не только хорошую оплату, да, ну, чек за услуги, но и очень щедрые чаевые. Это был просто пример. Вот от кого-то парашка ушла, а к вам пришла. Слушайте, ну сразу не поймете, чуть позже поймете и очень обрадуетесь. Так, мужчина что-то скрывает, какая-то тайна есть, а вы эту тайну случайно узнаете. Скорее всего, подслушаете. Ну, либо какое-то сообщение его прочитаете. Оно само вам на глаза попадется. Давайте так, да. Это не значит, что вы будете лазить у него по телефону, да, само, случайно. Либо случайно он будет там громко разговаривать, а вы услышите. Узнаете его тайну. Почему-то эта тайна вас прям удивит и рассмешит. Скажете, какой ты глупый, да, какой ты глупенький у меня, что ты такие вещи скрываешь, да. Ну, прям что-то прям порадует вас эта тайна, этот секрет. А может быть, это с вами связано? Может быть, он вам что-то готовит, да, и вот такую секретность вокруг себя наводит. Но будете улыбаться. Вижу, что будете улыбаться. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.